Привет! Сейчас мы находимся на объекте в Эжве. И здесь возводим дом 6х8 из обычного нестроганного бруса, но есть особенность. Мы делаем его острожку, поэтому внешний вид очень эстетичный. Покажу более подробно. Многие выбирают, кстати, мы очень часто делаем острожку домов, потому что это достаточно экономично. Экономично в том, что многие заказчики не хотят или наоборот экономят на внутренней и внешней отделке. Да и зачем ее делать, если внешний вид и так привлекателен? Это даже не профилированный брус, потому что цена профилированного от 14 и выше. Обычный же брус стоит порядка 8 тысяч рублей за куб. То есть действительно 6 тысяч рублей разница между ценой данного пиломатериала. Причем это что профилированный сосна 150 на 150, что не строганный сосна 150 на 150, а разница на 6 тысяч рублей за один куб. А в таком доме кубов 20, то есть примерно 120 тысяч разница в строительстве дома, а внешний вид одинаковый. Так, идем дальше. Но есть нюанс. Если для летних домиков и та технология весьма подходит. Для зимних домов строить из профилированного бруса при толщине стен где-то 150 миллиметров, даже 200 миллиметров, это весьма мало. По теплотехническим характеристикам не проходит толщина стен в 150 миллиметров там, или даже 200 миллиметров. Ну что это вот такое? Вот это толщина стен, что ли? Ну смешно. То есть надо понимать, что вот здесь, с этой стороны, температура с внешней минус 30, а там плюс 18, ну пусть будет плюс 20, чтобы легче было считать. То есть с внутренней части до внешней части перепад 50 градусов. Это действительно очень много. То есть это и точка росы внутри, и замерзание, и оттаивание процессы происходят. Ну и вообще толщина стен, ну это же маленькая. То есть для летних домиков, для сезонного проживания это вполне достаточно. Экономно, бюджетно и достаточно. Зачем платить больше? Но если для домов постоянного проживания, дома из профилированного бруса толщиной там 150 миллиметров, ну, устанете топить, вы просто разоритесь на отопление данного дома. 200 миллиметров, ну это тоже бюджетный бюджет. Красиво, но тоже устанете топить. Вам нужен будет мощный котел, ежемесячно фурами будете возить там пилеты, брикеты, дрова будете возить и разгружать, закидывать, то есть потратитесь, мама не горюй. То есть лучше заранее заложить финансы свои на утепление стен, все равно со временем потом утеплите стены, если у вас жилой полноценный дом. С внешней стороны вы будете утеплять дом как желательно 10 сантиметрами, то есть 100 миллиметров базальтового утеплителя. Вы по-любому это будете делать. Поэтому смысл тратиться на профилированный брус. Мы можем всегда сделать острожку с одной стороны вам, а с этой стороны вы можете сделать утепление и отделку фасада уже имитацией бруса или сайнингом. Вот у нас пиломатериал. Ну, грубо говоря, вот брус. Я думаю, видно, что проводить рукой по нему небезопасно. То есть можно себе занос нацеплять, а тут уже результат другой. Тут уже все прошкурено. Ну как все, понеслась. Риск для жизни. Вот на себе просто. Раз. Ни заноза, ничего. Тут действительно очень хорошо проходимся. Эстетически красиво, приятно и, как видите, безопасно.